ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Понедельник, 19:00. Администрация Ухты. Рабочее совещание мэра Александра Бусарева с министром природоохраны Романом Полшветкиным. Главный вопрос – что теперь творится на водных объектах города и пригорода после нефтяной утечки? Градоначальник отчитался – ситуация стабилизируется. В настоящее время, последние данные, у нас превышение по нефтесодержащим, по нефти в воде реки Ухты. У меня данные были 1,6 миллиграмма на литр. 0,46 это на вчерашний на вечер. Значит, при норме 0,3, да? Предельно допустимой. Но для рыбных водоемов эта цифра и вовсе должна быть 0, максимум 0,1. Роман Полшветкин подтвердил, самый сильный урон авария нанесла именно рыбе. Есть ее будет невозможно. Напомним, утечка произошла 8 апреля, 10-го о ней узнал весь город от местных рыбаков. 14-го в муниципалитете объявили режим ЧС. Чуть позже появилась первая версия. Нефть из скважин середины прошлого века. Да, разработка прекращена, а нефть вдруг начала сочиться и потекла прямо по Ухте. На сегодня уже известно, работы по очистке загрязненных участков будут проводиться вплоть до осени. Только тогда можно будет сказать о последствиях. На вопрос о масштабах катастрофы и официальной причине нефтеразлива в Ухте мы получили вот такой ответ. По ситуации на вчерашний день действительно имелась нефтяная пленка в реке Ижма. Значит, она была обусловлена тем, что вместе со льдом загрязненный лед ушел туда. Значит, его нам никак не остановить и не поймать. Значит, относительно причин, еще раз, работает комиссия. Комиссия сделает свои выводы и по причинам, и по источникам загрязнения. Работать в Ухте и пригороде министр будет целый день. С комиссией, в которую включены сотрудники управления ГОЧС, экологи, представители Роспотребнадзора и природоохраны прокуратуры, он проинспектирует устье реки Ухта и все рубежи защиты, выставленные предприятием «Яригонефть», главными местными нефтяниками. В 19:00 в актовом зале администрации Роман Полшветкин проведет заседание противопаводковой комиссии. На эту встречу могут прийти все желающие.